Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы хотим рассказать вам о сотрудниках культурно-благотворительного фонда «Ашана». Они расскажут нам, в чем особенности их деятельности и с какими проблемами они сталкиваются. Какие основные направления деятельности фонда? Основное направление деятельности фонда – это сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Мы работаем в рамках акции «Спасем жизнь вместе». Акция стартовала в конце 2011 года, и чуть за более чем 7 лет есть результаты, о которых не стыдно говорить. Нам удалось собрать более 47 миллионов рублей на лечение 162 детей. Они прошли более чем 270 курсов лечения в лучших клиниках России, мира. Многим детям удалось спасти жизни. Действительно, так оно и есть. Есть дети, которым мы помогли один раз, и они вылечились окончательно. Есть дети, которых мы ведем в течение 7 лет. Это дети с такими диагнозами, как ДЦП, задержки развития. То есть в течение всей жизни их нужно отправлять несколько раз в год на курсы реабилитации. В основном таких деток мы отправляем в Москву, либо в Ереван, где их обследуют, уточняют диагноз, а также вырабатывают маршрут реабилитации. Некоторые родители хотят проходить реабилитацию тоже за пределами Абхазии, но есть родители, которые проходят, не родители, а дети, которые проходят реабилитацию уже здесь, в наших реабилитационных центрах. Слава Богу, сегодня у нас почти в каждом городе есть реабилитационные центры, которые занимаются с детьми согласно выработанному маршруту реабилитации. Мы рады, что у наших детей появилась такая возможность здесь, в пределах Абхазии, также проходить реабилитацию. Мака, уточните, пожалуйста, прямо в каждом городе есть реабилитационный центр? Не совсем в каждом. Есть республиканский реабилитационный центр в Сухум, есть в Гале, есть в Ткорчале, в Очимчире есть центр развития детей, не совсем реабилитационный центр. Сейчас недавно открылся центр для реабилитации детей в городе Гудаута, Саркял. Это тоже, считаю, что событие для тех, кто проживает в Гудауте и в Гудаутском районе. В каждой деятельности есть проблемные вещи, есть плюсы, есть минусы, есть что получается и что не получается. Вот если вы так разделяли, что у вас не получается, с чем есть проблемы, с какими проблемами вы сталкиваетесь? Проблем в нашей сфере немало, хочу сказать сразу. Самая основная проблема, это бывают такие случаи, когда обращаются родители, и ребенку нужно срочно выезжать, скажем, стало плохо, там буквально завтра или через 3 дня нужно вывести его на лечение. В таких случаях мы не всегда можем помочь, потому что как у нас строится работа, к нам обращаются дети с уже установленным диагнозом, мы отправляем документы в наши клиники-партнеры, они их рассматривают, они план лечения нам высылают и счет, стоимость лечения, а потом мы в течение какого-то времени собираем, открываем адресный сбор средств на ребенка и собираем именно ту сумму, которая необходима. То есть у нас адресный сбор, и на это уходит 2-3 недели. Если ребенок срочный, то у нас не всегда в резерве есть деньги, чтобы мы могли сразу оплатить и сразу оказать помощь. Поэтому бывают случаи, когда нам приходится отказывать. Это, я думаю, что самое сложное в нашей работе, это когда ты говоришь, что нет, ты не можешь помочь. Потом бывают такие случаи, что родители думают, что у тебя есть возможность помочь, и ты просто берешь и не помогаешь. То есть это очень сложный психологический момент, да.
могу рассказать о случае с всеми известной уже Асланой Джинджоли. У нее такой редкий диагноз, это несовершенность генеза. В народе называют хрустальным ребенком ее. Ну, таких детей называют хрустальными детьми, потому что у них кости хрупкие, и даже под тяжестью одеяла может произойти страшный там перелом костей. Вот мы ее отправляли уже 20 раз на курсы реабилитации, но помимо этого ей необходимо было провести в позапрошлом году очень дорогостоящую операцию в Хорватии, и необходимо было собрать 5 миллионов рублей. Ну, это очень большая сумма для Абхазии. Мы в течение 2 месяцев собирали эту сумму. То есть получается, что мы 2 месяца не могли никому больше помочь, кроме как Аслане. То есть вот такие случаи бывают, когда суммы большие. Когда мы обычно собираем там в течение 2 недель, максимум 3, необходимую сумму, а тут почти в течение 2 месяцев собирали. Но я хочу сказать, что это очень отличный результат и хороший показатель. Даже то, что мы за 2 месяца собрали такую сумму, это уже говорит о том, что народ, когда объединяется, творит чудеса. То есть, несмотря на то, что у нас население маленькое, а сумма очень большая, она была вся собрана. Сегодня Аслана ходит самостоятельно, она пошла в 1 класс, и это ее результат. Я считаю, что это наш общий совместный результат. Это она девочка, которую знают. Как девочку Ашаны. Как девочку Ашаны, да. Не только в нашей республике, но и за пределами, так как есть возможность помогать фонду и подопечным фонда не только жителей Абхазии, но и жителям разных стран. Мака, расскажите, пожалуйста, о вашей базе медицинских учреждений, различных клиник, с которыми вы сотрудничаете, как вы ее собирали, по какому принципу сложилось ваше сотрудничество. И еще очень важный вопрос, кто здесь, в Абхазии, вам помогает и является постоянными партнерами? Значит, наш основной партнер по медицинским программам в России — это Российский фонд помощи. Изначально, когда акция стартовала, мы начали работать именно по их 6 программам. Соответственно, мы работаем с клиниками-партнерами Русфонда по определенным программам, но помимо этого мы находимся в постоянном поиске клиник, специалистов. Мы изучаем, какие передовые есть технологии, в каких странах, в каких клиниках. В основном мы работаем с ними по почте, договариваемся по телефону, но бывает, что выезжаем в командировки. Это я лично выезжала в Москву, там договаривалась с клиникой Петровского, но сейчас, слава богу, есть интернет, такие современные технологии, которые позволяют в основном работу вести по телефону, через электронную почту. Оригиналы документов, конечно, мы отправляем почтой России, подписываем соглашения, договоры. То есть наши сотрудники, это лично руководитель, я как руководитель и сотрудник по направлению по медицинским программам находимся в постоянном поиске новых клиник, но не только клиник. Если мы услышим, что в каком-то центре есть специалист, о котором все говорят, мы стараемся выйти с ними на прямой контакт без посредников. Первый директор фонда Дживейра Колосова, она очень правильно организовала и поставила работу
Я хочу отметить, что с самого начала работы фонда фонд разделил пожертвования. Пожертвования на лечение детей они поступают на один расчетный счет, а пожертвования от спонсоров они поступают на другой расчетный счет, это вот на административно-хозяйственный. Получается, что фонд за 7 лет ни рубля не брал с тех средств, которые люди перечисляют на детей, на свои расходы. Это очень правильный подход, и я думаю, что это именно основной момент, с помощью которого фонд завоевал доверие у своих благотворителей. Как мы ведем свою хозяйственную деятельность? Мы находимся в постоянном поиске партнеров, и у нас есть партнеры, которые ежемесячно перечисляют нам средства на оплату аренды, на заработную плату сотрудников, на нашу технику, то есть на все расходы, которые связаны с организацией работы, с организацией акций, это печать листовок, баннеров, очень много расходов фонд несет для того, чтобы строить грамотно свою работу. Нам в этом помогают наши партнеры, это генеральный партнер фонда, это компания «Премиум», магазин «Харзаман», который 7 лет с нами рядом, это пивоваренный завод «Сухумский», коммерческий банк «Гарантбанк», ООО «Асаин». Значит, есть компания «Альфа-Технострой», пицунская компания «Руат Групп», компания «Лидер» и другие компании, которые нам ежемесячно переводят на административно-хозяйственный счет средства на организацию лечения. Фатима, расскажи, пожалуйста, как происходит отбор подопечных фонда и в чем особенности работы с ними и с их родителями? В среднем к нам в фонд обращается 15-20 семей с различными заболеваниями. Мы с коллективом каждый день проводим планерки и составляем определенную очередь. Мы стараемся помогать всем, но в первую очередь помогать тем, кому срочнее нужна эта помощь. Проблема также состоит в том, что родителям также нужно объяснить, что, допустим, они, возможно, обратились к нам раньше, но мы должны помогать тем детям, которым помощь нужна быстрее. Не всегда это получается понять им, и нужно быть также психологом, быть в какой-то степени, нужно поддержать родителей, объяснить и дать им надежду на то, что мы им обязательно поможем, возможно, не сейчас, но позже. Да, безусловно, родители к нам обращаются и с паникой, и с тревогой, что они переживают, естественно. Мы, в свою очередь, должны сохранять спокойствие и дать им понять, что мы не первый раз сталкиваемся с такого рода проблемами, и что мы рассказываем, кому мы помогли, что бывали тяжелые случаи, и тяжелее были случаи, и что мы справились, и в данном случае тоже справимся, и нужно их максимально в этом убедить, конечно. Я знала, что рано или поздно я буду работать в благотворительном фонде, но я думала, что это будет связано немножко с другой отраслью. Я больше думала, что это будет связано со стариками, именно вот с домом престарелых, с благоустройством. Но когда я услышала, что есть вакансия сюда, у меня не возникло вопросов или сомнений о том, должна я пойти или нет. Я просто пришла. Почему? Потому что здесь можно ощутить
ощутить всю доброту, которая есть в людях. Потому что мы знаем, что человек не рождается изначально злым, да, или вредным, скупым, он становится таким по жизни, и он закрывает все свои эмоции на замок, и ключ от этого замка находит фонд Ашан. Он открывает ключ к сердцу и дает человеку открыть свое добро, поделиться им, быть милосердным. И пусть это будет маленькая помощь или очень большая, это уже не столь важно. Важно сделать шаг, потому что здесь ведется работа, которая... Она необычная, то есть здесь люди всем городом, всей страной, и не только, даже за пределами нашей страны, собирают средства для ребенка, которого они, возможно, никогда в жизни даже и не видели. Но Ашан помогает им прочувствовать проблему этого ребенка, дать такое чувство сочувствия, да, и это делает мир лучше. Я верю в то, что это делает наше человечество, нашу Абхазию лучше. Илана, расскажи нам, пожалуйста, как фонд ведет свою отчетность, вот как каждый отдельно взятый человек может проконтролировать, куда пошли деньги, которые он перечислил на счет фонда. Так как вообще на сегодняшний день очень сложно добиться доверия в обществе, и для того, чтобы у людей, тем более в нашем государстве, не было никакого негативного отношения к нашей деятельности, к прозрачной деятельности нашего фонда, были созданы различные способы отчетности, благодаря которым каждый желающий сможет, зайдя на сайт или в соцсеть, увидеть подробный отчет всех денежных поступлений, благотворительных взносов, куда и как они были распределены и использованы в дальнейшем. Вот, например, да, вот на вашем сайте я вижу тут, расскажи, пожалуйста. У нас есть сайт и отдельный раздел поступлений, денежных поступлений. В нем есть разные виды отчетов, это годовые отчеты, ежемесячные отчеты, отдельный раздел отчета, куда пошли ваши деньги. Например, вот в разделе «Куда пошли ваши деньги» каждый желающий может зайти в этот раздел. В этом разделе вот у нас есть все фамилии детей, на которых мы открывали сбор средств. Например, открываем ребенка, вот каждый желающий, который пожертвовал определенную сумму денег, он может зайти в этот раздел, например, найти определенное число, когда он сделал благотворительный взнос, свою сумму и свои инициалы. Если он не хочет быть анонимом, то он увидит себя в этом списке. Я понимаю, например, поступление к вам можно через СМС, Да. На банковский счет наверняка можно положить. А допустим, простые люди, которые приходят в аптеку там, или в магазин приходят, там стоят ваши ящички, написано там фонд Ашана, и мы кладем туда, ну, может, какие-то маленькие деньги, 100 рублей или что-то в этом роде, но ему интересно, вот как, точно ли вот все вот эти деньги, а вдруг это там, ну, это, конечно, я понимаю, что это, допустим, такой подозрительный подход, но я уверена, что он существует, что, а может там вытащат до этого там какую-то сумму. Вот этот момент как вы контролируете? Изначально вообще, когда мы создавали данную акцию, эта акция называется «Копилка добра», она у нас уже с 2014 года, благодаря которой мы выручили немало средств. Мы их распространяем во всех местах крупного скопления людей, в магазинах, в аптеках, медицинских учреждениях, салонах красоты. И путем их установки мы таким образом расширили еще возможности сбора пожертвований на лечение больных детей. Но иногда возникает некоторое недоверие со стороны людей к этим ящикам для пожертвования, копилкам добра. Во избежании данного недоверия у нас также изначально был создан отдельный раздел на сайте «Отчет по копилкам», в котором указаны все места установки данных копилок, когда они были установлены, когда последняя дата выемки средств и сумма, которая была получена путем освобождения данной копилки в определенный день. И все вот эти сроки, суммы, все они указаны в данном отчете. Любой желающий. Но как вы можете контролировать, сколько туда денег поступило? Ведь копилка сама не считает, она Нет, закрыта. конечно, у нас есть сотрудник, в данном случае это я, он на связи постоянно с этими учреждениями, с магазинами, с их сотрудниками, которые ответственны за данную акцию именно в этом
месте установки. Мы созваниваемся, они сообщают, когда наполняется она, мы приходим, освобождаем. Там комиссия состоит из 3 человек, заполняем акт, у нас есть акты, вот там у нас есть папки, в которых вся документация, мы записываем, сколько денег было в этой копилке, оставляем один образец им, а другой забираем себе. Я веду соцсети, занимаюсь интернет-ресурсами, то мы планируем публикации. То есть какая публикация будет в понедельник, в среду, в течение недели. Это обязательно, это очень важно, так как любая новость должна уже быть в интернете. Это очень помогает нашему фонду интернет, так как информация, когда находится в интернете, в соцсетях люди это видят, распространяют, это помогает сбору средств. Вот даже элементарное то, что мы запускаем ребенка на официальном сайте, а после уже в Инстаграм и Фейсбук. Инстаграм и Фейсбук мы считаем самыми такими охваченными соцсетями, так как там больше людей откликаются, пишут комментарии, оставляют, делятся этим постом нашим, то есть на своих страницах истории. И это видят очень много людей, то есть это способствует тому, что наш сбор средств активно ведется, и мы можем закрыть сбор в течение короткого времени. Наверняка бывают публикации разного рода, да? Например, об акциях, да? Или, например, о конкретном ребенке, об его истории, да? Бывают видеопубликации, бывает, может быть, уже отчет того, что вот ребенок уже прошел какое-то лечение. Какие публикации имеют наибольший отзыв? Наибольшие отзывы имеют публикации о ребенке, которому ведется сбор средств на лечение. То есть после того, как я уже говорила ранее, мы выкладываем в Инстаграм либо в Фейсбук, и мы отслеживаем, мы смотрим каждый комментарий, каждое сообщение, стараемся каждому отвечать в кратчайшие сроки. А ребенке имеется в виду, что когда вы первый раз рассказываете историю о том, вот Да, что... мы рассказываем, какой диагноз у ребенка, мы все это расписываем, чтобы люди понимали, с каким диагнозом к нам обратились, насколько это страшно, насколько срочно надо это все сделать, помочь этому ребенку. Мы пытаемся все передать, все чувства, все страдания, то, что переносит ребенок. Словами, но чтобы каждый человек смог проникнуть и понять, почувствовать, что переносит, переживает сам ребенок. Все пользователи Инстаграма — это люди, такие же люди, как и мы, и у них есть сердце, они все это чувствуют. Мы их не просим, они сами делятся этими публикациями. У них очень много подписчиков, за 10, за даже 1 миллион подписчиков бывает. И они делятся этой информацией так, просто так. Мы не выплачиваем ничего, у нас нет никакой рекламы платной. Это просто вот отношение людей к фонду, к детям, к страданиям детей. Я хочу сказать о том, что у фонда уже есть определенный опыт, так как мы 7 лет работаем уже в Абхазии, завоевали доверие у людей именно своей прозрачной деятельностью. Я хочу обратиться ко всем, кому это важно, и сказать о том, что мы готовы делиться своим опытом, так как в обществе появляются фонды новые, и слава Богу, потому что действительно людей, детей, которым нужно помочь, очень много, и один фонд со всем этим не справится. То есть, естественно, есть государство, но фонды и общественные организации не идут в поддержку государству. Поэтому для нас важно, чтобы все фонды, которые начинают свою работу в пределах Абхазии, также работали четко, прозрачно, отчитывались о своей деятельности. Почему? Потому что если люди потеряют доверие к одному фонду, то этот день может лечь и
перейти на другой фонд. И мы не хотим, чтобы это произошло, поэтому хочу сказать, что мы готовы делиться опытом, чтобы обращались, мы покажем, расскажем с самого начала, как правильно организовывать работу в фонде. В конце 2017 года мы поставили перед собой амбициозную задачу – это объединить наших граждан, которые проживают в разных странах, городах, в решении социальных проблем внутри Абхазии. Мы открыли новое направление по международному сотрудничеству. Его очень успешно начал развивать теперь уже член попечительского совета фонда Аляса Сабо. Сейчас оно продолжено Эсмой Хагба. Она является руководителем отдела по внешним связям. С ее инициативы в прошлом году стартовал международный благотворительный проект, который называется «От сердца к сердцу». Проект стартовал концертом хореографического ансамбля «Гагрыбш» в Москве, который прошел в начале декабря. Сейчас она готовит второй благотворительный концерт в рамках проекта «От сердца к сердцу». В Театре мимики и жеста в Москве пройдет благотворительный концерт, в рамках которого также будет проведен благотворительный аукцион. На аукцион будут выставлены картины известных абхазских художников, памятные монеты, выпущенные Национальным банком. Также многие известные общественные деятели и деятели культуры передадут интересные лоты, которые мы также будем заранее выставлять в нашей соцсети и указывать стартовые цены. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем зрителям. Если кто-то из вас будет 31 марта в Москве, очень большая просьба прийти и поддержать проект. Мака, и еще один такой вопрос. Что лично тебе дает работа в этом фонде? Лично мне, наверное, какое-то моральное удовлетворение. Я хочу сказать, что работа в фонде – это, конечно, специфическая, морально тяжелая. И вообще в сфере НКО не рекомендуют работать более 8 лет. Но когда ты попадаешь в эту атмосферу, можно сказать, какую-то сумасшедшую атмосферу добра, и когда ты видишь, что результаты твоего труда это здоровые дети, это счастливые лица, улыбки. Таким было наше общение с сотрудниками культурно-благотворительного фонда Ашана. Как вы поняли, их работа непростая, но самое главное, что она несет добро тем, кто в этом очень нуждается. А мы с вами на этом прощаемся. До новых встреч в эфире.